Итак, дружище, я приветствую тебя на очередном нашем уроке. И сегодня мы с тобой разберем креативную часть из стиля ловеры. Вот такие элементы. Обрати внимание. Элементы называются блоки. Блок-комбо. И давай теперь разберем вот эту комбинацию подетально. Далее мы с тобой ее склеиваем, и ты получаешь результат уже на сегодняшнем занятии. Итак, чтобы вот эту комбинацию сделать, давай еще раз посмотрим. Оп, подбили, взяли, да? Наша с тобой задача сначала разделить по частям. Первая твоя задача – мяч взять в руки, мяч отпустить вот таким образом и зажать мяч. Зажать мяч коленом. Правым коленом зажали, а левой и стоим на опорной ноге на левой. Итак, давай еще раз повторим. Наша с тобой задача – отпустили мяч. Мяч у нас подпрыгнул, правую ногу мы вот так вот поднимаем, да? Оп, и прижимаем мяч. Но здесь, опять-таки, давай пройдемся теперь по нюансам, как нам это правильно сделать, и чтобы быстрее у тебя, опять-таки, прогресс пошел в этих элементах. Смотри, когда мы мяч отпустили, мяч у нас скакнул, наша с тобой задача ногу прижать немножко, начать колено сжимать вот здесь сюда, то есть пятка у нас тянется с тобой к ягодице, вот сюда, вот таким образом мы сгибаем колено, вот, и ногу немножко в сторону отводим, немножко берем ее в сторону отводим. Давай, посмотри внимательно, пожалуйста. Отпускаем, мяч у нас бьется о землю, хоп, и подняли ногу, колено мы сгибаем, вот сюда вот так вот убираем ногу, вот таким образом, раз, еще раз, бам, бам. Окей, теперь давай повторим. Отпустили мяч, ногу подняли. Отпустили, подняли. Теперь следующий этап – это зажать нужный мяч уже в коленях, да? Сделать вот такое движение. Здесь обрати внимание, давай я тебе сейчас сразу расскажу, дружище, о распространенных ошибках, да? Когда этот элемент делают многие ребята, ногу вот так вот выкручивать, что не есть хорошо. Когда ты выкручиваешь ногу, во-первых, ты здесь место не оставляешь мячу, поэтому у тебя вот так вот он вылетает. Вот. Наша с тобой задача, и во-вторых, обрати внимание, когда мы вот это делаем элемент правильно, ногу подняли, и наша задача прислонить немножко ногу, чуть-чуть прислонить вот так вот правую ногу к левой. То есть не вот так вот ударить, да, как бы зажать, как двери в лифт туда так закрываются, тых, и закрылись, да. Наша задача мягко, плавно, хоп, ногу правую прислонить. Раз, прислонили левую ногу, стоим, нога, обрати внимание, у нас где сжата, да? Если это ты правильно сделаешь, то никаких затруднений в этом элементе вообще не будет. Итак, отпустили, бам, хопа, и зажали. Все, стоим на левой ноге, стоим, балансируем. Раз, еще раз, кинули, ногу поднимаем, сразу кинули, подняли, пятку нашу тянем к ягодице вот сюда, хоп, сгибаем, и вот здесь вот ногу вот так берем и мягко прислоняем. Итак, замечательно. Первый элемент мы с тобой разобрали. Теперь второй элемент. Второй элемент в чем заключается? Наша задача просто отпустить мяч, чтобы он упал у нас вот сюда. Дальше, чтобы мы сделали слэп. Продолжили нашу комбинацию. Той ногой, которой мы держим мяч, нужно ее немножко расслабить. Когда ты держишь, согласись, ты ее так напрягаешь, да, то есть напряжение некое. Сейчас мы правую ногу с тобой расслабляем, отводим ее вправо, немножко, чуть-чуть вот вправо отводим, буквально там на сантиметр, да. Хоп, расслабили, вправо увели, мяч у нас сразу полетел вниз и ногу поставили. Но здесь обрати внимание, тоже не опережай события, когда мы берем, отпускаем, да, ногу вот так вот резко не ставь, то есть мяч не обгоняй. Если ты это сделаешь, мяч у тебя вот таким способом он будет вылетать. И обрати внимание также, очень важная деталь, когда мы вот здесь вот будем зажимать мяч, мы зажимаем мяч вот этими косточками. То есть не вот здесь вот мяч у нас держится, да, не в пальцах ног, а в косточках. Раз, расслабляем ногу, вправо немножко ее уводим, два, тык, все, зафиксировали. Итак, теперь третий элемент называется слэп. Это поднятие мяча, то есть прокат мяча по опорной ноге, хоп, поднимаем, подбиваем, берем в руки. Итак, сейчас встаем таким образом, зажали мяч косточками. Все, теперь, чтобы нам поднять мяч по нашей опорной ноге, сначала мы поднимаем мяч на икроножную мышцу,
заводим правой нашей ногой вот сюда. И обрати внимание, дружище, мы держим мяч пальцами ног, упирая мяч в икроножную мышцу. То есть мяч у нас здесь, он в высшей точке, да. Теперь, чтобы его поднять, мы берем сначала, сделаем разгон ноги. Отпускаем ногу вот сюда, нога у нас соприкасается с землей, и мы опять-таки контролируем мяч нашими пальцами, носочками. Они в любом случае, когда я ногу отпустил, у меня пальцы упирают мяч в левую ногу, в опорную. И теперь наша задача резко дернуть нашу ногу, как будто ты с корнем выдираешь, там, я не знаю, там какое-то растение, да. Здесь то же самое, нужно резко поднять твою правую ногу и развернуть немножко корпус влево. Раз, разворачиваем корпус, подставляем нашу левую ногу, подбиваем. Давай еще раз просмотрим. Зажали мяч, хопа, подняли мяч вот сюда, поднимаем, отпускаем и резко дергаем ногу. Бам, подбили, взяли мяч в руки. Окей, теперь давай посмотрим, как будет выглядеть твоя полная комбинация. Мяч в руках, шаг первый, отпускаем, хоп, сделали первый шаг. Второй шаг, ногу немножко расслабляем, вправо и уводим в сторону, зажали. Третий элемент, поднимаем нашу ногу вот сюда, мяч держим нашими пальцами, не забудь, хоп, сюда отпустили ногу, резко поднимаем так мяч, корпус чуть-чуть буквально развернули, подбили левой ногой, все, мяч в руки взяли. Вот они, твои первые блок комбинаций в стиле ловеры. Дружище, разберем распространенные ошибки в данных элементах, блоках. Обрати внимание, когда мы делаем слэп, вот здесь это очень много ляпов уходит. Помнишь, мы поднимали ногу, отпускали, да? И вот так вот поднимали. Вроде бы все классно смотрится. Но на самом деле у тебя будут такие ляпы. Ты будешь делать вот так вот, ногу заводить, и будешь прыгать на опорной вот так ноге. Будешь выпрыгивать, что не есть хорошо. Поднимаем ногу, да, отпускаем и поднимаем правую ногу. Здесь, обрати внимание, у нас работает только правая нога. Но вот это движение не делаем. То есть на левой ноге стоим, да, на нашей опорной. Мы не подпрыгиваем ни в коем случае. Вот это вот движение не делаем. Это ляп. Окей, теперь вторая распространенная ошибка. Чтобы мяч у тебя изначально он подлетел как можно выше, да, и ты успел корпус развернуть и подбить левой ногой. Наша задача именно правильно сделать, да, поднять мяч сюда. Но ошибка заключаться будет у тебя в том, что если ты вот так вот возьмешь, просто ногу сюда заведешь, просто в сторону уведешь ногу, да, хоп, вот так вот увел, не подняв сюда, то, естественно, у тебя силы не будет поднять сил. Почему? Потому что мы вот здесь вот, как такового импульса нет, именно заряда на высоту. Если ты это сделаешь, ногу вот так вот заведешь просто в сторону, да, и вот так вот поднимешь, ты поднимешь на низкую высоту и не успеешь корпус повернуть сюда, просто не успеешь. Почему у меня получилось? Это у меня уже просто на опыте отработанное, да? Вот, но многие ребята, когда заводят ногу вот сюда, начинают это делать движение, мяч практически не подпрыгивает. Наша с тобой задача именно сделать вот сюда, задать импульс, чтобы мяч у нас прям подлетел, да? Импульс заключается в том, дружище, что мы подняли ногу вот сюда, да? Колено у нас вот здесь вот. Мы отпускаем вот ногу, да? Теперь колено, оно должно выскочить сюда. И мы его резко дергаем, напрягаем ногу, подбиваем. Но вот здесь вот, как раз таки вот этого импульса, вот этого заряда нет. Вот. Это вторая распространенная ошибка. Третья распространенная ошибка, дорогой друг, когда ты будешь делать тот же слэп, тот же элемент, да? Вот так вот поднимают дети ногу. Когда поднимают ногу, ребята, ногу вот здесь вот оставляют. Просто подняли и оставили ногу. Видишь, мяч не вылетает, он врезается в твою ногу. Подняли, ногу не убрали, мяч врезается. Естественно, мы не сможем уже продолжить нашу с тобой комбинацию. Поэтому, откуда ты ногу завел, вот она была у нас в этой части, да? Мы завели ногу вот сюда, хоп, сделали слэп и возвратили ногу вот сюда. Опять-таки наступили. Но немножко сделали полоборота вот таких, да? Самое главное, откуда у нас нога стартанула, в эту же часть, да, мы ставим нашу ногу. В дальнейших уроках, дружище, мы уже будем с тобой делать это с чеканки. Чеканку мы с тобой освоили при первом уроке. На втором уроке и последующих уроках мы с тобой будем с чеканки ловить, зажимать мяч, пускать слэп.
Ну а в дальнейшем, дружище, если ты это сделаешь, то ты можешь и продолжить уже эту комбинацию делать на количество. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, хоп, 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 хоп. Окей. Наше занятие подошло к концу. С тобой был Диас. До следующего занятия.